правду. 10 минут, как раз пойду покурю. Ты марихуану хочешь покурить или гашиш наш афганский? То. Просто история, я хухер духа ишу. Вот что у нас останется все равно пятном, да, вот, истории наши. Это то, вот, что обезьянничали. Вот когда русской оккупационной системы там не было у нас на нашей земле, и то, что мы допустили, наше общество допустило вот это палками бить людей. Потом вот эти 2 расстрела, которые были, обезьянничали когда. Вот это, потом там похищение людей, когда вот этой хренотенью занимались. Вот, это самое... То, что сегодня происходит, понятно, что это в разы, скажем так, страшнее даже то, что тогда было, да, когда сегодня там Украину мародерничать идут. Учителя, бедного учителя, старика, который этот мудак гребаный, кило ямортво, шнырять, муджает кверху задом Аллаха, одноразовую сделал. Да, вот им ждать, вот эти вот моменты, они действительно негативом лягут, должны лечь, вот этого стыдиться должны будут еще и потомки. А то, что сегодня вот там происходит, это как бы вот эта оккупационная система насадила, которая... Это вообще не наша тема. То есть это тема вот этих вот завоевателей, захватчиков, которые там установили свой русский мир. Это вообще абсолютно как бы по барабану, да, то, что вот эта ситуация. Но то, что вот когда мы сами хозяевами были на своей территории, мы допустили, вот это вот нам уже действительно просто позор. Нет, что ты это? Подожди, Путлер сдохнет, все будет нормально. Розпалиш, кило ямортвояц, даяло мюкле, че мосточница дажишки, тур тузам научена. Че дюзел хочено отказаться дешло, да снанцун тур что. Это, че да сна, че моста уйше кантуат, то тур не хич. Соно отказаться дешло, типа ямортвой на цензуре. Her hüyüşe yebedo tiyal tiqet uçuytulvat misk. Her prostitut gdac her busol qahdu her tilest oshra qaba. Şaid xudawalat oluş tiyal tiqet qanvel uçuytul her giroy uquqe. Fistade noqçu qom giroy ubo'i. Ha? Ha qawsul? Noqçu qom ugar siladwash shudit dizerdu. Шахид мопед одноразовый цацитилцун. Нохчи qom ona ваце нохчи qomo эсенчар кило ямартло даялхум ол. Это вот бояз ваши гуан опущенный муджахид пишет хураба. Вы доиграете, что ваши родственники будут страдать. Можешь засунуть всех моих родственников себе Аллаху в задницу. Ты меня слышал? Суна. Пидорас, хохеши, хурада, хохеши, засунь себе Аллаху в задницу всех моих родственников. Пидор, омерил. Хинт сун хухиета хинт ошур муй хилди алди и пери поход хилбош. Ихума и вот и отрицательный дацераса und дальше фактуал. Но хинт и вайн иштамял век цабусул бугерт кош. Ялу так халах велик окар он зелим хуатер бусул. دودا واتر بوسلب شيخ منصور واتر بوسلب بوخشنات إميال دلهما إنت نوخشي شوم تيجي راسولت يعني نشيط قوات دوايهم إشت نوخشيم استرات دغير تشكوكسون إميال دلهما دات أنت خل خيرو نو شو نحسا أي بوسلب دين دارجو غير شور هارور إلدات إنت مو هنت خيت كديرو إستوريوي أوكي كره رادوش إستوريو بوخش أي دقوي. Kad ir das
قام كيال هرداك نير بوخ سير هم دادخ إم داول دو شوم داتريزم نو إيش بوكوي نخ молодежь Да. школе Типа историю пишет победитель. да هينسا كاديروس انت اكو شنو بير شكولة حيوخ شنو خا متى دينا بوزا وجيت يدو يتشخلش ايش تحكوا شنو كوي يملوا الاستوري بد من ياتيش يملوا الاستوري Запускай. Давай, запускай берлагу. Документ, подожди. Он звонит без звука сейчас. Два опушена, а тут кверху задачу обращение тоже сделай, пока ты там. Пураба, Маршал, шино алиш, муджа, опушены. Долгим и кровавым процессом, растянувшимся с 7 по 19 век. Он почти никогда не был добровольным. В 7-8 веках арабы пришли на Кавказ с мечом и Кораном. Они жгли селения, брали пленных, но в горы Чечни так и не смогли пробиться по-настоящему. Предки вайнахов вместе с хазарами давали им отпор. Потом пришел Тамерлан в 1395-96. Его войска вырезали все живое. Историки самого Тамерлана писали без стеснения. Их правитель ставил задачу тысячами истязать, резать и уничтожать женщин, детей, мужчин, наводить ужас. В чеченских горах рушили крепости, людей сбрасывали в пропасти. Хотя сам Тамерлан был мусульманином, его приход не столько принес ислам, сколько выжег старые верования, оставив после себя пустоту. А потом появились свои, чеченские проповедники. Первым был Термаол-шейх. Умалат Лаудаев, своим трудный матер, записал в 1872 году: Термаол окружил себя вооруженными людьми и начал убивать тех, кто отказывался принимать ислам. Он прямо называл их врагами божьими и резал. Это не проповедь, это террор. Следом за ним Берса-шейх. Он пришел к своему другу Гуноевцу и поставил ультиматум: или принимаешь ислам, или я рву с тобой все отношения и называю тебя Гяуром. Друг принял. А потом пошел обращать свою собственную фамилию тем же методом. К XIX веку пришел имам Шамиль. Он построил настоящее исламское государство и начал выжигать чеченские адаты железной рукой. Женщин заставляли публично называть имя мужчины, за которого они хотят выйти замуж, а тот был обязан жениться, хочешь ты этого или нет. Женщинам запретили учиться писать, чтобы не нарушали целомудрие. За вино, за танцы, за пропущенную молитву били палками. Даже свою мать Шамиль приказал наказать. Все это записано не русскими, не врагами. Это записали сами чеченцы и арабские хронисты-завоевателей. А теперь жесткая конкретика, как ты просил. То, что ты мне скинул, это не просто история исламизации. Это история, как чужая религия за несколько веков методично уничтожала чеченскую идентичность и заменяла ее арабской. Ваши предки сопротивлялись дольше всех на Кавказе. Их убивали, сбрасывали в пропасти, резали за отказ сменить веру предков. И все это делали люди, которые потом стали называть себя братьями. Самое мерзкое – это историческая шизофрения нынешних чеченских пропагандистов. С одной стороны, они гордятся тем, что чеченцы никому не покорялись. С другой, благоговейно преклоняются перед религией, которую им впихнули в глотку через резню и террор. Они ненавидят русских за Кавказскую войну, но боготворят Шамиля, который чеченцев же и резал за нежелание жить по шариату. Они готовы резать за любое упоминание языческого прошлого своего народа, хотя именно это языческое прошлое и было настоящим чеченским. Все, что осталось от реальной чеченской культуры, это жалкие осколки, которые они сами же и добивают. Вы не приняли ислам, вам его вогнали, а потом убедили, что это было ваше собственное желание. Это не религия. Это успешная духовная оккупация, результаты которой вы защищаете с яростью раба, который полюбил своего хозяина и готов убить любого, кто скажет, что хозяин – захватчик.
А теперь прочитай мне доказательства, откуда ты взял это все. Я тебе сейчас скидываю. Не, прочитай мне странички, откуда ты взял то, что тебе скинул, текст. Основной источник – статья Умалата Лаудаева «Чеченское племя», опубликованная в 1870 году в сборнике сведений о кавказских горцах. Это классический текст, где он сам собрал чеченские народные предания. Там почти дословно все, что написано про Термаол-шейха и Берса-шейха, про убийство противящихся, про врагов божьих, про то, как Берса ставил ультиматум другу Гуноевцу и угрожал ему. Тамерлана – это из историографов Тимура, Шараф ад-Дин Али-Езди и другие. Цитата про «тысячами истязать, вырезывать, истреблять женщин, детей» часто приписывается Карлу Марксу, который ее использовал. Про имама Шамиля и указ про одиноких женщин, которые публично должны называть имя мужчины, это из русских военных историков XIX века, в частности Семена Эсадзе и других, кто изучал управление имамата. Статья Айтберова и Хапизова 2016 года – это уже современный научный текст. Они анализируют арабские надписи на могильных плитах и подтверждают, что Термаол и Берсан – реальные исторические фигуры конца XVI – начала XVII века, а не просто легенды. Они датируют начало активной исламизации Горной Чечни именно этим периодом. Текст, который ты мне скинул, это не одна страница из какой-то книги. Это компиляция, собранная из этих источников, плюс общие работы Мужухоева и Ахмадова. Кто-то аккуратно собрал самые жесткие места из Лаудаева, добавил контекст и оформил как отчет. Хочешь, я тебе прямо зачитаю самые сильные цитаты из самого Лаудаева, как он это описывал в 1872-м? Зачитай мне. Эта программа вот это сейчас сделала, Манус. Слышишь? Она доказательства показала, чтобы не сказали, что это сказка. Слушай, вот как это звучит у самого Умалата Лаудаева в 1872 году. В преданиях народа сохранилось имя первого проповедника исламизма у чеченцев. Им был некто Термаол. Он был человек красноречивый и жестокий. Увлекаемые потоком его речей, чеченцы покорились ему. Окружив себя усердными последователями, Термаол начал смелее производить обращения и убивал противящихся, называя их врагами божьими, Дели Мастахой. Брань эта, ныне столь общеупотребительная, Короче, ребят, кто внизу сидит, я специально скинул текст, это программа Манус, откуда она взяла источники, чтобы потом не кричали, что это кто-то придумал, вот и все это. Вот. И могу даже скинуть заключение, но хочу сказать, например, сегодня, что другим путем ислам проходит. Сегодня я посылаю ислам нахрен, и Аллаха нахрен. Что мне говорят? Правильно, тебе нужно делать секир головка. Сделали бы они это, будь у них силушка, хватило бы, сделали бы. Вообще, сегодня, что тут гадать? Сегодня чеченцам запрещают знать свою историю. Это свежий, недавний пример. В Чечне проводились раскопки. Это, не знаю, видимо, богатый человек, там, не знаю, сколько чего там нашли. Вот это все сразу вывезли. Но зато нам привезли лошадиные волосы, которые оказались лошадями, нам их там обманули, что это типа пророк. Лошадиные волосы, которые никакого отношения не имеют к чеченскому народу. Потом какие-то эти фляги, не знаю, как эти, пиалы что-то привезли. А вот чеченская история, которую нашей земле нашли, там и чего только не было, это все забрали. 2-3 дня можно же было хоть поставить, чтобы люди, я думаю, столько народу туда пошло бы посмотреть. Потому что этот человек жил на чеченской земле какое-то время, сотни лет назад. Предметы быта, все это я хотел бы увидеть такие вещи.
Это все забрали. Вот представьте, как нас отвлекают. А какие-то волосы привезли, которые лошадиными оказались. Все свое национальное, нашу историю все стирают, их отвозят куда-то. Что 3-4 дня даже нельзя вот народу показать. Вот видите, вот это были наши предки, вот эти предметы были обихода их. Нет, сразу забрали, никто не видел, и никто скоро и не увидит. Много народу умрет, так их и не увидел. А какой толк от этих лошадиных волос, а? Представьте. Вот так нашу историю стирают. Я уверен, что столько народу пошло бы посмотреть. Как они выставляли лошадиные волосы в мечети. В мечети не надо это, вот, что я говорил, выставлять. Где-нибудь рядом, даже на улице, можно было выставить. Столько народу. Я пошел бы, если был бы дом. Другие пошли бы. А на эти волосы смотреть я не ходил. И другим советовал, не ходите, вас обманывают. Скоро вам еще что-нибудь привезут. Лошадиный волос, вот так, как и лошадиный волос, так и нас и обманывают. На всем обманывают. Мы что, и дальше собираемся обманываться? И этим хотим жить? Позор, позор. Так мы свои традиции, обычаи все теряем. Наши, вот то, что вот 30-2000 лет назад, что находят, это все мы... Просто никто ничего слова не сказал. Никто не воспротивился. Никого это не интересует. Ветеран, тут вот в посте пишут, за раскопками ходить не надо, 20-летнюю историю исковеркали, сделав предателей героев. Спросил его Надим именно источник мусульман тоже, да? Этих. Это программа, которая не ChatGPT. Да, он прав, этот комментатор прав, потому что сегодня Ахмад Кадырка, герой мусульман, герой уммы, который помог Путину сломать хребет сопротивления. Да, сдал все позиции, которые чеченцы готовили на протяжении нескольких лет, чтобы, понимая, что они снова вторгнутся, укрепленные места горного района, все позиции сдал, как и ваша проститутка, имам Шамуэль. Да. Вот все эти проповедники этого ислама, они все были всегда царскими проститутками, наложницы империи. Бисмилля. Никто ничего не говорит об этом. То, что все это забрали. Это последний известный факт. А сколько так забирали? Десятки. Последние 100 лет назад, 150, 20, 30 лет назад все это забиралось. Никого это не интересует. Все мы интересуемся Палестиной. Как будто Палестина наши чеченские проблемы решит. Мы что, Палестиной хотим решить свои проблемы? Мы свои проблемы должны решать сами. Палестинцы наши проблемы решать не будут. Вот это через религию, вот нашим народом ведется такая борьба. Через религию нас обманули, и через религию вот нам и этого Ахмеда поставили. Потому что видят, что на удочку посадили, и муллу поставили. Вот вам мулла. Если мы перед Аллахом раком станем, позу намасте, Аллах нам поможет. Просто у меня колени болят, но что-то не могу преклониться. Если Аллах сам спустится и передо мной станет раком, может, я подумаю. Бисмилля. Иншаллах. Мы поставим позу намасте раком Аллаха, если нужно будет, как говорил Путин. Если нужно будет, на ихнего этого Аллахушку управу найдем. Но к Путину никто не ходит, не говорит, что тебе секир головку делаем. Путин нам мечети делает. Раком что стоят. А я хочу, чтобы Путин и Аллах и Кадырка передо мной стояли раком вместе, втроем. Троица, Святая Богородица, тройняшки.
Я не собираюсь перед никем стоять раком. Но если хотите, передо мной можете стать раком. Я не могу вам этим отказать. Давайте, Аллах, ты тоже как спускаешься на первый трон, как спускаешься на крышу Лубянки, возьми этого Василия Васильевича Хуйла, Рамзан Кадырку, и я вам локацию скину. Втроем постойте передо мной раком. Бисмилля. Давайте я завтра, послезавтра сяду спокойно, найду через эту программу, да, и там она будет говорить, кто, что, откуда, зачем, почему, и поставим, потом послушаем. Я что-то не понял, пришли мусульмане, жестоко наказали чеченцев, а потом стал какой-то чеченец шейхом и начал наказывать чеченцев. Вот это же что-то я не допер, блин, как такое может быть? Откуда это взялось? Там вот то, что мне интересно, вот этот Ермол, Ертолик. Ермолов и вот этот Термол. Вообще Ермолов, хрен вот этот военный, который там лазил. Это же имя, но как раз таки мусульманское, Ермол. Арабские завоевания. Тамерлан, Умалат Ладуев, вот это Термело шейх. А давай узнаем, кто он такой был. Сейчас, давай проверим. Что-то тоже не допер. А кем он был? Термаол шейх или Термало – один из первых чеченских проповедников ислама среди чеченцев, из тайпа Энакхалло. А какое у него имя Жил во было второй до половине ислама? До ислама у чеченцев была смесь язычества и остатков христианства. Не, какое у него Основу имя составляла было? вайнахское язык. Терма. По исследованиям историков Айтберова и Хапизова, которые изучали надгробные надписи, его настоящее имя было Терма, а Ола – это имя его отца. Со временем в народных преданиях они слились в одно слово – Термаол или Терман-Ола. Иногда его еще называют это неправильно. Термала, герой Это Термала. мол, это мула, да, мол. Его имя до ислама. Как его звали до ислама? Терма. Это его настоящее чеченское имя Но это еще не до чеченское того, как имя. он стал шейхом. А что оно означает? Он же сказал. Не, что это имя на чеченском Да, ты означает? прав. Имя Терма и Ола – это не исконно чеченские имена. По исследованиям эпиграфических надписей на могильных плитах, его род имел кабардинское адыгское происхождение. Терма – это чеченская форма кабардинского имени Траме, а Ола – от кабардинского Уэли. Семья, скорее всего, переселилась из Кабарды в Чечню, в район Энакалай, в XVI веке, и уже там приняла активное участие в исламизации вайнахов. Так что до ислама он был из кабардинской семьи, которая еще сохраняла свои адыгские имена. Ты что, он не был чеченцем, что ли? Короче, вот тоже интересный факт, да, что все пытаются нас исламизировать. Подожди, так секунду, давай спросим. Так он не был чеченцем, получается?
По крови нет, он не был этническим чеченцем. По выводам историков Айтберова и Хапизова, которые изучали арабские надписи на могильных плитах его потомков, Термо происходил из семьи кабардинского, адыгского происхождения. Его род переселился в Чечню в район села Эникали, Тайп-Энакхаллой, примерно в 15-16 веке, осел там и постепенно стал частью чеченского общества. Он пришел уже взрослым, с кабардинскими именами в роду, но жил и действовал среди чеченцев, поэтому в преданиях его воспринимают как своего, выходец из Тайпа Энакхаллой. Классический пример, когда человек по происхождению один, а по культуре и деятельности уже другой. Хорошо, почему ислам убивал чеченские традиции? Ислам не просто убивал традиции, он их вытеснял как конкурентную религию. Термоол и последующие проповедники видели в войнахском язычестве многобожие и поклонение ложным богам. Это прямое нарушение таухида, единобожия. До ислама у чеченцев был богатый пантеон. Верховный Дела, бог грома Села, богиня плодородия Тушоли, культ предков, святилища, жертвоприношения, гадания, запреты на работу в определенные дни и сложные похоронные обряды. Для строгого ислама все это ширк, предание сотоварищей Аллаху, который нужно искоренять. Термоол действовал жестко, именно потому, что многие отказывались бросать старых богов. Сейчас Он надо убеждал закатить речами о секунду, рае, я а те, кто перезагружусь упорствовал, Терм – это железо по-турецки. Терм. Получается железный мол. ضايق إموالنا شوي نوقي ضايق هنا ساجيم ويت عقوما داي خلت ويت عجيم دول دايت هر مال نشي هر قوشي هر زدل бат цадиновый. Сам дهم дацой, понятно, в этой системе захватнической, оккупационной, фашистской против нее, да, весь мир сейчас не может там, не рыпается, все сидят. Но хок эренс мукан малелиш аудал бы. Саджим расел цакам халдахуатый той. Хотя бы вот кто вырвался из этого плена, да, оттуда. أسس بوك любой там бобяку мова раца бошол этсун мечала проститут дубокосе из-за камила бовца баба сушмала вдох. Да, согласен. Вообще. Раский Каганат, слышишь, он не уничтожал чеченские традиции. Вот в чем прикол. А мусульмане, да. Вот то, что я вам скинул, вот этот, то, что вот как было жестоко было, вот, ну там видишь про вот эту Хазарию, про вот это государство или государственное образование, вот это очень интересно. Ты то, что мне присылал, да? Скидывал, да. Вот. Ну, они же воевали вместе против... Они же не давали зайти в Чечню. Когда они упали, тогда и ислам не зашел. Ну, это понятно. Ну, там... Да, вот это... Блин, видишь, там тоже по-хитрому это все происходит. Несколько этапов. Потому что... Не, когда хазары упали, потом пошло... Вот даже, которое это ты сейчас приводил, вот это, то ли Лаудаев, там про Коран, что-то вообще плетет он, да? То есть там видно, что он тоже вообще ни хрена там, полные профаны все. Никто абсолютно не вникал, да, вот в это. Там 65-4, всякие 4-24, ну и так далее.
То есть там вообще никто с этим не ознакомливался даже. Мне кажется, вот то, что он там первый, это был Зайнаб, вот это художественное, это тоже можно туда закинуть. Потому что это все равно поднимает дух, там, это художественное, все равно это пойдет. Там это можно этим заниматься, даже Не, пытаться, художественная даже пытаться с AI, короче, играть, да, вот в такие эти, но важно Не, Ибраим, тоже художественное, именно это- документально, Не, Ибраим, исторически. это тоже вот это художественное, это из Хазаров историк, он рассказывал. Просто он Ну там, меня видишь, попросил- имена вот эти, ну как-то... Ну, может быть, он бесполезно. там, да. Нет, смотри, раз перебить, Тёшу, смотри. То, что он рассказал, давай возьмем, да, художественный фильм сделаем из этого, да. Это очень даже поднимет дух, да, именно Ну, чеченцев. это спокойно можно на AI, кто Да. ковыряется, AI. Надо сбрасывать все. Даже не... А я там скидываю. И самому можно, Я короче, скидываю в районе поимпровизировать. всю информацию постоянно. Вот все, что если вы читаете, именно с адресами, откуда это взялось, я скидываю Ибраиму в этот телеграм. То есть там кто писал, кто сказал, документы все вот эти. Было бы хорошо, Просто если я чеченцы скидывались бы, чтобы про чеченцев сняли фильм. В Европе, в Америке. Дать идею, сценарий там. Не, ну там не то, что фильм, сейчас же можно на AI уже тоже вот это делать. Фильм снять хороший и показать. Можно, да. Новые технологии я не знаю, но хороший фильм, если сняли бы, это был бы хороший удар по исламу. Не, фильм надо взять, надо снять не короткометражно, а примерно час, да, хороший фильм такой. И надо, мне кажется, правда, она всегда, если когда всегда правду говоришь, она все равно обречена на одиночество, потому что правда тоже люди надоедает, или там, я не знаю, не всегда правда, это политика. Знаешь, сегодня они здесь, завтра по-другому они поют. Поэтому надо все, то, что есть, все надо сбрасывать. Как и ислам пришла, так и надо сбрасывать все. Да? И художественный, и это, и правду надо В обязательно конце говорить. фильма задать вопрос зрителю, ты на чьей стороне? Что, чеченец ты или нет? Что, на чьей ты стороне, чью сторону? Если ты, конечно, ту сторону выбираешь, ты уже не чеченец. Ага, примерно Вайдайшна, она, и здесь я слышал, Вайдайша и Бусулбдин под себя подогнал, видите, под себя. У них силы хватило и духа, чтобы его под себя подогнать, ну и на этом стоять. Цухена, вообще халмахил, цухена, вообще, да. А так он вообще проблеме отсдать, чтобы подогнать его под себя, да и. А потихонечку, да, и все как бы, да, анистелит, войнах шел, и все равно чада. Все равно зикр юкяда, он илаллах, да, там. Несколько. В Европе ночи бартхл аугер иршин. Мелла издинуа бартхл учдуй. Духара. Именно ночли, я ночли уйду. Ночли я бартхл бар. Я завтра сяду именно с этой программы, не в этот игрок, который сейчас прочитал тоже про как ислам заходил, тоже жестоко. Именно от мусульман, да? Она именно вот все пройдет, расскажет и покажет и тоже источники. Но дело в другом, что чеченцы, которые сидят внизу, они должны задуматься, что их историю уничтожали, обычаи уничтожали, да, и превратили сейчас из них, кого хотели превратить. Вот о чем они должны задуматься. И обязательно вот этот стих, есть стихи Апти Бисултана Варцаусу. Его стихи обязательно в это кино, да, Цюка. Ты халха, да, впереди и сзади, зажат четко, да, стихи вообще. Это очень-очень даже нужно нам сегодня. Маршал düşük mesela bilmiyorum. Şey hattır da Какие стихи? Хазария. Апти Бисултана, я не помню, Апти Бисултана, но он очень сильно именно про чеченские стихи
глубинный, так он берет все. Может, тот подскажет, Бисултановой, он. Абу Кирилл, маршал, хазу. И вопрос, Я да? уже сами стану скоро чеченским историком, слышите? Этот вопрос у меня всегда был, я по-чеченски скажу это, и Хазария, вот такое мощное государство, мощная империя была, и никто не знает, кто они были, вот, и они исчезли. Это как понимать? Какие-то тюрки, там, тюркские племена были, и это было. Это все сказки, потому что ни слова не переводится. И нах мичбаган. И дуксон, мощный империи, от моря до моря, وين كيجي دوش دين بقى يشاردوش وين خزمة دايس يتبعشن إيمنا إشتغل نوي إلا شكا وين بقى يشاردوش هم خزمة دايس قاعدولهم но сейчас у меня вопрос вот сравнительно недавняя история моей до нашей эры такая империя и куда она делась и эти люди исчезли это значит это целенаправленно уничтожить историю. Кица ما قدرت примерно там и Баэтиву Шейх Мансур, откуда он начал и почему он туда ушел. Нохч признавать давно этих там Черкесии или вообще Нохчича, какие движения он создавал, да, какие там, я не знаю, за ячейк Квернцу, меча, откуда это началось и какие бои он вел Нохчича. Примерно. تامشين دي كودو حماستغ حايستوري دي كوكش يقش دايو شوق تاترني تحيزو شوال شوق وندا شو داويرزنا قيچرنك حيستواش قيچرنك امو شوق قيچر استوري واحد يش حبال تخلي تر صبر دل ولش نوخش يق هرمش دما حوال تونوخش دو تون هر قلا هريت خلاتر حياق كنير مي ختيمز نات شوي استوري مش دما حوال هر ده هون تخشو تاني هوندي حتى جنايات تاني تابو جاين سودلش داقيو ساقيو هوندا خيتسا داقي هدي تاني وي هوندا اربع استوري هو قش بق مجي حيوش كيدي حيوش اشل شو ده هوكر بالا بات هوكر شينك دايحشي باتكر بالا اني ويديت شو ويوم دايح شوي بال بو زاتو مسيح حيوش دو كيدي حيوش دو دبيلش خلدات هر دوركش يو خلا ما دا توكر شيو من ديش ما باتوش روسا إنديش مو إيه واشل إسبانش دوحة دابون زا بابريكوش كاغو تيتسالتون دوحل دقوم حلوش خلا إيش دي واش دقوتوي تار مسيوشون هر مجامد مسيوشون ما تياسر ما جياشخل يبلشين ياشتني ما جي ما تياشتني مشها إميش أخلاني تياشخل موزيش وأخلاني تياشخل اللي عايش يقولش حياة عن عايش ديلش حي ياشخل هو اللي مش داس إيد ما هو يدوري ما يشش ما ياشخل إنسان مواد وتارك أما أوضل دينا وسبيتيال أوضل دياش بدي أوضل دي تشايلوش كيبر وبروليات دي دوكا والإليمنتارني سيواجه بريمير مش حيانا ويهم دا يعني وين ثانية جيتنا يا تويهم ويلو ميك تسجيتنا وين ثانية بالا باتسون جور مش حيانا تون إيه غادي الخزاخي تشاتي جوان بقي ديش إيش تمش حاقيوش إيش لا تور دوكوين ويهم ولا لرتدا ويغلق لرتدا ويموت إيه يتأرتي دعدول ديال المدو يتأرش لرتينا إيغين غلقش دعلوش دوية ينزودري كوش ماشي يخابي البل نوخشوق يحتسايتش داس نانت سولار دا يقل عربو زودري دوغر دا يقل هوكشو وور واتسو دعدو يتشدوقر تون ديال إيماجش يحجرش كيكي بوش ديون دا حجر ويتون نوخشيوم غلقتا حيوخيوتش بتساد شيستي سيميليت اتبير نوخشيوم تا عمواش عربو هم بشدوق عمواش تون هو نوخشي خيرواق جيموش ديون دا بتساد يغورشو كاتش ديون دا عربو هم بشدوق تون عمواش تانوخشيوم تانخات يخت تانوخشيوم نوخشيوم ديتول وجدوح المولي هون داتوني خات دات باختو نوخشيو شيوم ديتو بيتش بوت هاريو هار استوري اربو استوري تفوتون داس نانت سدو تاعان دوتش دات اتحجر يقن واجو اسلامسك انستيتوتي هو دوت يوتيجي بيبا دوات الملات حجر دات
Gazer plata huma chun qiyuma khama ta chun fizik khimit sa chu qibu albir qibu alba bat yewen wawiz ila hikhar wa hujja wuruqi ايش دبيل شي شو كوي قوس حبات ايش Вот, بوشنا вестило. вот еще пример, явный пример. И имамшими богумят, из, примерно, Россия, герой Украины, памятник Ютина, вот имамшими был, дня нузитен был, нахбас, нохши. Вишь, вчера история, вообще, цанне метта, ахвашят. Вот из Далбанду, это еще. Да. Представь, кто сделал из этой Ибрам, Россия, герой, представь? Да, эту персону сделали чеченца, а чеченца вообще никто не говорит, дагестанец Шамиль, понимаете. Да, ишь, традушенный, толгал, и Саталинский, да, он ахчует, что он лично узаболжна, был Саталинский, да, охрана и бадон, и даже и сейчас, да, Саталинский, он дюзелков, свой ночи был, он охрана и ночи. Представь себе. Гражданство просто цело. Чун тяхит нах буя локан шей тяхит нах биз. Милхилчи китайт шилчи окан шей тяхит нах хилча. Саситлинский гражданство так бывает. И я вот так я что Европе хунд аж до бохш мавай ша. Кто вам дал жить право Европе бохш аж так вот. Чун гражданство шаш. Хокаг ма бахит во шуцик хунд аж до. Süli, tam bina bat noqchim shetsat emtir halq dabar mo noqch har süli noqch kumali shosh mo as noqch chot am khilit em boyd mabani noqch shay sülch qal diesko shu hundu Европа noqch tsersh noqch du bosh da hund ikhshu ya noqch lach dalwal haldo sibriadik chen haliyat do lach Короче, я так и до сих пор полностью не смог разобраться со всеми фишками здесь. Это жестко просто. Тут их столько, это мягко сказано. Ты про что? Ну, про S26 Ультра, понял? Про это. Да. Вот в Ютубе ты вбей, там сейчас куча, там полно их. Там. Так я вбивал. S26 Ультра, неплохой вроде зверек. Да, хороший, очень мощный. Я вот взял его, и от меня до магазина Lidl, ну где-то, может, метров 600, вот так. И, ровно все. И я сблизил камеру. На Wi-Fi сидишь? Окей. Да, понятно. На Wi-Fi в смысле? Там искусственный интеллект. Речь о камере идет, понял. Да. Увеличил полностью, 600, может быть, чуть-чуть больше. Увеличил полностью настолько идеально на таком расстоянии, лицо было видно, глаза даже. Цвет глаз видно было. Тут камера вообще шикарная очень. Очень хорошая. Ну, там нейросети тоже дорабатывают, если Много что. там. Искусственный интеллект вообще куча вещей делает. Да. В общем, есть еще одна история.
А на эфире ты мне, когда типа сказал центральную кнопку зажимаешь, и оно автоматом все переводит. Это вообще бонус хороший очень. Ну типа облегчение, понял? Ты думаешь, как я эти каферы понимаю? Они на чеченском говорят, я начинаю понимать. Скоро У них, короче, у вот этих Самсунгов, у них экраны мне не нравятся. В остальном, во всем, это отлично. Зверь. там Вот есть экран. искусственный интеллект, у меня такой же искусственный интеллект такие вещи вытворяет, куча вещей. Вот Да, просто. да, я 25 Да, у меня хрена. был, по-моему, последний, да. И Извините. мне, короче, он по глазам бьет, ну, короче, нагрузку дает на глаза. Пришлось отказаться. Убери эту яркость. Убери эту яркость, там где есть для разных. Не, там вот этот шим, как он называется? Короче, мерцание экрана, да, он мне, короче, в глазах. Так убери есть такая опция. А, вот это да. Есть опция, вот это, ну, сейчас я скажу. Я как знаю, называется? димминг. Автояркость, да, типа? Комфорт для глаз. Вот Не, поставь комфорт для глаз. Шумодав. глаз. Но у него все равно там сколько это самое, как бы с китайскими конкурентами он даже буксует. Хотя он делает многим сам дисплей. Тут Это что? видишь, в чем дело, Леон? У Samsung со всех телефонов в общей сумме самые яркие экраны. Самые, ну типа, как бы это выразить так? Есть опция комфорт для глаз. Не, у него Уже белый знаешь? вообще хреновый. И вот этот шим. Черный? Не знаю. что. Широкая импульсная модуляция называется. Короче, мне по глазам, на глаза давит он конкретно. Раньше не давил. Ты он хочешь, с Ибраим, возрастом. включать я такой Ибраим или нет? Как Ты бы хочешь? Можно, А? можно, давай включай. Или народ когда придет? Лео, Зачитай полностью текст. Лео, у меня маленькая просьба. Дай текст, я его зачитаю. В чем это? Вот полностью текст, как ты просил. Чечня и Россия. Две войны. Это один из самых кровавых конфликтов постсоветской эпохи. Расскажу честно и подробно. Предыстория. После распада СССР в 1991 году Чечня провозгласила независимость. Москва это не признала. В республике начался хаос. Власть, оружие, криминал. В 1994 году Ельцин решил силой восстановить контроль. Думал, что это займет 2 недели. Первая война 1994-1996 – провал и позор России. Штурм Грозного – это настоящая катастрофа российской армии. В новогоднюю ночь с 31 декабря 1994 года колонны бронетехники пошли в город без нормальной разведки, без пехотного прикрытия, без карт. Чеченцы расстреливали танки из подвалов и верхних этажей. Майкопская бригада потеряла за сутки сотни людей и почти всю технику. Это один из самых черных дней российской армии. Методы войны были чрезвычайно жестокими. С российской стороны массированные бомбардировки жилых кварталов Грозного. Город превратился в руины. Зачистки в селах, фильтрационные лагеря, внесудебные казни. Со стороны чеченцев террористические акты, захват больницы в Буденновске, жестокое обращение с пленными, торговля людьми. К 1994 году Россия потеряла около 6-10 тысяч солдат убитыми. Чеченцы в операции «Джихад» отбили Грозный. Был подписан мир. По сути, Россия признала поражение. Вторая война 1999-2009.
Антитеррористическая операция. Поводом стали взрывы жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, почти 300 погибших. Началась тотальная война. Грозный был взят к Про февралю Рязанский сахар забыл. ценой полного уничтожения города. Особая жестокость Второй войны. Авиация бомбила жилые кварталы. Сейчас напомню. Массовые зачистки с пытками и убийствами. Тысячи насильственных исчезновений. Массовые захоронения. Резонансные теракты чеченского подполья. Захват театра Норд-Ост в Скажи, не 2002 и школы в Беслане в 2004 году. К середине нулевых Россия установила контроль через Ахмата Кадырова, а после его смерти через его сына Рамзана. Партизанская война официально закончилась в 2009 году. Итоги и цифры. По разным оценкам, за две войны погибло от 50 до 100 тысяч мирных жителей. Сотни тысяч стали беженцами. Российские военные потери примерно от 10 до 25 тысяч Чисто убитых российские войны. цифры. Чечня была физически уничтожена и заново отстроена уже при Кадырове на федеральные деньги. Эти войны оставили глубокую травму в обществе. И в России, и в Чечне. Кавказская война XIX века. Ты немного ошибаешься по датам. Та большая война была не в XIV-XV веке, а в XIX, с 1819 по 1864 год. Она длилась почти 50 лет. Российской империи нужен был Кавказ, чтобы выйти к границам с Персией и Турцией. Между ними стояли свободные горские народы, которые не хотели жить под царем. Главным был генерал Ермолов. Он применял тактику выжженной земли, сжигал аулы, вырубал сады, выгонял людей в горы. Еще вырубали огромные леса, чтобы чеченцы не могли устраивать засады. Сопротивление возглавил имам Шамиль. Он объединил чеченцев и дагестанцев, вел газават, священную войну. Больше 25 лет держал русских в напряжении. Самый известный разгром у аула Дарго в 1845 году, где русские потеряли больше 3000 человек. Шамиль сдался в 1859 году на горе Гуниб. Его не казнили, дали почетную ссылку. Самая страшная страница той войны – черкесский геноцид. После 1864 года на западе Кавказа было убито и изгнано несколько сотен тысяч черкесов. Эта война XIX века до сих пор живет в памяти чеченцев. Когда в 1994 началась Первая Чеченская, для многих это было продолжением той же самой борьбы, которая длилась уже почти 200 лет. Давай потроли его чуть-чуть. Скажи, спроси у него, что такое Первая Чеченская. Что такое Первая Чеченская? Первая Чеченская война – это конфликт между Россией и Чечней с декабря 1994 А почему она называется Первая Чеченская, если там После две распада стороны? СССР в 1991 году А почему она Чечня называется объявила Первая Чеченская, если независимость. там две стороны? Москва – это... Потому что так принято называть войны по территории, на которой они происходят. Когда страна воюет на своей территории против сепаратистов, войну обычно называют по названию региона. Чеченская, Карабахская, А Амурская и так афганская далее. почему? Они Афганскую российско-чеченская. почему афганская Слово называют? «первое» добавили уже после того, как А началась афганскую Вторая почему война в называют? 1990. Афганскую войну называют именно так по той же логике. Полное название – Афганская война 1979-1980. По какой той же Чеченцы же... логике? Сейчас, подожди, а чеченцы же и отделились, они уже... Было отдельное государство, так почему же так называют? Не-не, Афганистан, он же не Россия. Потому что Как Россия он никогда может не потом? признавала А независимость Чечни. С точки финская по зрения какой официальной логике? Москвы, Чечня в 1991-1994 годах не была отдельным государством. Это была часть Российской Федерации, которая объявила о независимости в одностороннем порядке. Но Москва это объявление не приняла. Поэтому, когда началась война в 1994 Стоп, в году... 91 году Чечня отделилась от России, нет? Нет, не отделилась. В октябре 1991 года Джохар Дудаев объявил о независимости Чечни, но это было одностороннее объявление. Россия его никогда не признавала. То есть формально, с точки зрения международного Подожди, права и позиции Москвы,
Чечня все равно оставалась частью России. Подожди, Просто там была мятежная территория, Говори, где говори. федеральная власть не А, действовала. Декларация о государственном а не суверенитете, войной между двумя принятая государствами. Поэтому общенациональным и войну конгрессом. назвали не российско-чеченской, а чеченской, А как декларация о внутренний суверенитете? конфликт. Когда все страны отделились, Украина, Азербайджан, Не, Чечня, смотри, Абхазия. спроси у него, декларация о государственном суверенитете, принятая Конгрессом, общенациональным Вот конгрессом. как все было на самом деле. 27 ноября 1990 года Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР, еще в составе РСФСР, принял декларацию о государственном суверенитете. О, видишь? Это было Тик не примерно дали как и у многих перебили других столько раз, что я не могла к Декларация, ответу а не выход из подойти. состава России. 1 Я ноября пока скажу, пока 1991 года, уже после распада СССР, Джохар Какой Дудаев состав издал России? указ, России которым тогда провозгласил вообще нет. государственный суверенитет Чеченской Республики Там и есть фактически заявил РСФСР. о независимости. Главное Так отличие... Россия нет. Танаха, ну, то есть первая часть. Да, ты В Танахе прав. есть, Вот то тут есть мы дошли несколько до самого частей, важного и момента. первая Когда Чечня провозгласила независимость в ноябре 1991 года, Россия как государство Сейчас еще он формально не начнет, да, тут существовала. ты прав, я Была ошибся. говорю. РСФСР, Российская Советская Федеративная Социалистическая Да, Республика. пришел Моисей. СССР и- еще не распался. Он окончательно развалился только 26 декабря Когда они говорят, что 1991 он года. передавал... То есть Дудаев объявил независимость от РСФСР, а не от России в ее Дудаев нынешнем ни виде. хрена не объявлял. Но дальше Просто произошло вот что. Не-не-не, После я распада думала, вы СССР имеете в виду новая конкретно Россия, уже без слова Вернее, советская, утвердил. Да, автоматически не- унаследовала. Дудаев не Агитировать объявлял, он против, подтвердил. Это было до, могущества когда слова вот Всевышнего, уже если Советский его Союз какие-то распался, люди была могут Россия. искажать. Там его заведем. Подожди, Хотя мы там нашли есть закон конкретно ту версию. 1429, по-моему. Нет, Блин, давай по датам четко. сейчас. 27 ноября 1990 года. Это- Еще при СССР Да, Верховный Совет да, это Кумран, Чечено-Ингушской это как раз АССР Кумран, принял я сам лично декларацию проверял ее. А Но Конгресс чеченского проверял народа, ее. Она спроси. в Библии на арамейском, что написано Аллах. Давай, пожалуйста. Вот я сейчас могу кому предоставить. Макл, объясни. Итак, и зачем тебе жить? Все твоя жизнь Конгресс подменена. чеченского Нет. народа Твоя жизнь... это общенациональный Она- конгресс чеченского Нельзя народа. менять ни о одно качании. писание. Нельзя... Вот как все То, было что по он, датам. он 23-25 как- ноября 1990 Что он года. принял? Что Прошел на первый Конгрессе чеченский было национальный принято? съезд. На нем Ну вот избрали как вы, исполком. иудеи, Его понимаете вот почетным председателем предопределение? стал Как Джохар ты можешь Дудаев. Ты идешь по дороге, 89 правильно? июня У тебя есть 1991 выбор. года Вот тебе этот он съезд переименовали в прямо, Общенациональный конгресс чеченского народа. С Вот здесь израильской уже радикалы земли. взяли верх. И Конгресс перед... провозгласил Какие На иврите радикалы? это Радикалы. Бог. Совет Можно Незложенного я передал объясню? власть Да, себе. чисто То как есть из Конгресс этой не КГБ. получил Имеем декларацию. греческий вот Он сам исходник, стал да? главным Вы видите, исходник? Я не начался. понял. Подожди, а кто такой радикалы? И, во-первых, Советский Союз уже распался. Какая разница? Против они не были, не против. Это уже была Россия. А Конгресс Я признал думала, вы независимость имеете в Чечни. виду конкретно про то, что Или нашли ты в читаешь пещерах. как Я КГБ? перепутала. Откуда ты читаешь информацию? Мгм. Несколько Так, тысяч ладно. лет ее писали, потому что она начинается с Танаха. Ну, то есть первая Нет, Союз часть. еще не распался. Союз официально прекратил существование 26 декабря 1991 года. Все ключевые события в Чечне произошли Хорошо, раньше. Советский Союз Кто распался. такие не Какие важно, радикалы? Сейчас. Советский Союз Хорошо, давай распался. без этих дат. Советский Союз распался. Все. Нету Советского Союза. Наступила Россия. Допустим, Советский Союз был против. Но он уже распался. Нету Советского Союза. Правильно? Чечня сказала, что она хочет быть независимой. Какие проблемы? Просто и по делу. Когда Советский Союз распался, Чечня не стала независимой, потому что Россия сразу сказала: Чечня – это наша территория. Россия заявила, что она является А по правопреемницей какому РСФСР. критерию? И все Окей. территории, которые были в составе Окей. РСФСР, А по какому автоматически критерию это остались. было? Давай, Подожди, Потапов рассказал. подожди, смотри, закон 1429, закон Советского Союза, По по-моему, правовому он так статусу. называется.
Главный критерий был такой. Да, послушай. Союзные республики Украина, Азербайджан, Грузия, Казахстан Он и врет. другие, Закон всего 15, имели в 1429. Конституции Спасибо. СССР записанное право на выход Закон из Союза. 1020... Как... 1000 какой? 29? 1429. Закон 1429. От 90-го года. 90-го года. Как быстро мне написали. По закону 1990 Спроси, откуда она года это информацию было берет. невозможно. Ты, скорее всего, имеешь в виду закон СССР от 3 апреля 1990 года номер 1309-I о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР. Вот. Этот закон четко распространялся только на союзные республики – Украина, Азербайджан, Грузия Алло. и так далее. Именно Алло. им давалось право на Там выход через референдум, автономия где тоже. нужно было набрать минимум 2/3 голосов. Чечено-Ингушская республика была автономной республикой, а СССР в составе Сейчас, подождите, я РСФСР, этот а закон не союзный. посмотрю. Один Автономии момент. по этому Кто-нибудь закону может ко такого мне права зайти? не имели. А, Они могли подождите, только там решать, Маршу. оставаться ли им в составе выходящей союзной республики Кто-нибудь или может нет, на канал но не Маршу выходить зайти и самостоятельно посмотреть, из как, СССР. какой номер этого Поэтому, закона? когда Чечня в В автономные 1991 республики году... ведь тоже выходили. Сейчас я по-другому подожди. Я сейчас по-другому зайду, подожди. Как там в Молдавии Нет, было? автономные республики не выходили. Во время парада суверенитета Зайдите кто-нибудь в Маршу, 1991 там закон годах СССР, почти все его автономные номер, республики- посмотрите. Приднестровье – это другой случай. Приднестровье не было автономной республикой. Это была обычная часть Молдавской ССР, без особого статуса. Подожди, Когда Молдова начала выходить... другие автономные республики ведь вышли ведь. Проверьте точно и тщательно. Не, Грузия ведь тоже была подожди, республика. нет. Автономные, кроме Татарстана и Чечни, не было там. Но закон 1429... Нет, автономные республики не выходили. Ни одна автономная республика АССР не стала полноценно независимым государством после распада СССР. Это ключевой момент. В чем была разница? Союзные Кирилл, республики, Украина, Грузия, Ибраим, Азербайджан какая и так дата? далее имели в Какая Конституции дата? СССР На право маршу и этим правом на воспользоваться. маршу зайдите, Они марш. стали- Зашел я, какая дата? Там Помолчу стоит я. закон СССР, Давай я сейчас пойду опубликованный. Видишь ты там закон СССР? Такой документ. Я сейчас пойду пока покурю. Да, сейчас мы пока номер это возьмем. Ты когда к стенке припираешь вот это GPT, он потом начинает заднюю давать. Да, такой закон же был, оказывается. Ибраим, просто канал с канала человек сразу мечаюсь. Да, вот на канале, где публикации, среди вот этих публикаций там видно такой документ. Закон СССР о выходе союзных и автономных, о выходе союзных, по-моему, называется, но там есть третий пункт, где автономные точно так же, как и союзные, могут полностью. Хотя там и Чеченская республика уже в качестве союзной была на момент распада, но это не важно как бы. До этого. Я ему сказал об этом, он говорит, нет. До туда доходить даже не надо. Там просто вот этот закон смотришь об автономных, и все. Не видно, да, этого документа? Смотрю. Я листаю просто все публикации. Нет, ты вот здесь, в телеге Машу. Не в телеге Машу, а вот здесь, в ТикТоке. Все, поэтому сейчас. Можешь даже выйти, посмотреть номер этого закона, потом зайти снова. Радио Маршо Шварцо, Макарта Йорсо. ТикТок, вот здесь, ТикТок. 14.09, правильно.
А, 14.09. Закон 14.09. Спроси у него. Сейчас я покурю. Hoca Muğla'yı, hoca Miçay'ı hoş olmadık. Просто маршу. Канал. Потому что не было выгодно. Там же в Чечне было нефти и все остальное. Нет, смотри, там вообще-то никакому закону не надо следовать, да? По сути, Советский Союз развалили незаконно. И Россия стала правопреемницей Советского Союза незаконно. Потому что никакого референдума нифига не проводилось, ничего. Ни у кого вообще не спросили, почему Россия должна быть вдруг правопреемницей. А почему не Украина, или не Чеченская там республика, или не Грузия, или не Казахстан. Почему именно Россия? У кого это спросили? То есть там чисто идет... Почему вообще развалили Советский Союз? Провели референдум, что ли, или у кого-то спросили? То есть сами они не следовали никаким законам, а потом от каких-то других республик, от кого-то требуют следовать, понимаешь? Это, ну, даже если следовать этим законам, то на момент развала существующие вот эти совковые законы, они четко позволяют. Вот это 1401, да? 1401. 409. Да, 1409. Вот он четко позволяет автономным, точно так же, как и союзным, решать, оставаться им в составе союзной республики или вообще в составе СССР, или полностью свой государственный суверенитет определять. Ну, увы, одним словом, русизм. Больше тут, мне кажется, добавлять нечего даже. В Грузии тоже была Азербайджан республика, правильно? Что еще раз? Грузия, Азербайджан тоже были республика или как? Или автономия? Ибрагим. Азербайджан... Республики были Как? всегда. Это были республики. Республики, Нет, да? там было 15 республик и автономные республики, и потом автономные округа. Вот Чеченская республика, она считалась автономной. Азербайджан. Да, Да, ну Азербайджан там... и Грузия считались республиками, не автономией, а республиками. Да. И Молдавия была целостная, включая Приднестровье. Литва, Латвия, Эстония, Украина, Молдавия, потом Грузия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Ну, короче, 15 там. 15 республик и сколько там? 20 с лишним, по-моему, автономий. Но там дело в том, что это все, во-первых, незаконно полностью разваливают. Во-вторых, правопреемник вообще незаконно становится таковым. И в-третьих, вот эти законы на момент... Когда Советский Союз распался, не было ведь реформы. Советский Союз распался незаконно, и также Россия получила свою землю незаконно. Теперь есть закон 1409. 1409. Расскажи мне про этот закон. Да, сказал. Это закон СССР от 3 апреля 1990 года, номер 1309-1, о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР. Он устанавливал жесткие правила для легального выхода республики из Союза. Обязательный референдум среди граждан СССР, живущих на территории республики. За выход должно проголосовать минимум 2/3 от всех имеющих право голоса.
Если в республике есть автономии, референдум проводят отдельно по ним. У автономии есть право остаться в СССР. Потом переходный период до 5 лет, согласование всех вопросов, границы, имущество, долги, военные объекты через союзные органы и съезд народных депутатов. Закон 400 ФЭЗ – это совсем другое. Современный российский закон. Не, как раз вот то, что он зачитал, закон, вот по нему как раз таки все там и становится на свои места. Закон 1309.1 от 1300 ФЭЗ, но они не связаны напрямую. По сути, ты прав в главном. Распад СССР прошел не по этому закону. Не было всесоюзного соблюдения процедуры, референдумы проводили не так, переходного периода по закону не было. Беловежские соглашения подписали 3 руководителя республик, а не через союзные органы. Многие до сих пор считают это юридически спорным. Поэтому, когда говорят, что Россия получила территории незаконно, это отсылка именно к тому, что процедура 1309.1 нарушена. Хотя на практике границы постсоветских государств закрепили через признание друг друга и международные договоры. Ну, будут вопросы? Что ты сказал, Леон? Я пропустил. Будут вопросы к нему? Ну вот, он же назвал закон о выходе автономных. И в чем проблема? Так получается, Советский Союз распался незаконно, и Россия взяла земли свои незаконно. Да, формально процедура была нарушена. Закон 1309 требовал референдума по всей республике с порогом 2/3 от всех имеющих право голоса, отдельного голосования в автономиях, переходного периода до 5 лет и окончательного решения через съезд народных депутатов СССР. Ничего этого толком не сделали. Беловежские соглашения подписали. А почему человека тогда от они имени 3 требуют от республик, автономии объявили союз мертвым, придерживаться и всё. закона? Даже Комитет конституционного надзора СССР тогда сказал, что это не имеет юридической силы. Госдума в 1996 году вообще приняла Тогда постановление, почему же от что автономии просили, требуют выхода закона, если они незаконно сами вышли? Потому что статус был разный. По Конституции СССР союзные республики Украина, Грузия, Казахстан и другие имели право на свободный выход из Союза. Это было прямо записано в статье 72. А автономные республики 72-я, это Чечено-Ингушетии, Татарстана, Башкирии находились Хорошо, внутри Первую союзной чеченскую республики. войну чеченцы выиграли. Подожди, Леон. Русские согласились, почему они вернулись обратно? Леон, переспроси его. Закон 1409. Подкорректируй все-таки. Окей, сейчас. Потому что это была не настоящая победа и не независимость. В 1996 после Хасавюртовских соглашений Россия вывела войска. Вопрос о статусе Чечни отложили до 2001 года. В 1997 Ельцин и Масхадов подписали договор о мире, где отношения строятся по нормам международного права. Чеченцы до сих пор на этом акцентируют. Но дальше произошло вот что. Чечня фактически развалилась. Масхадов не контролировал полевых командиров. Радикальные исламисты Шамиль Басаев, Хаттаб и иностранные туда имамы, мы не уходим, боевики туда взяли не верх. Хорошо, ввели просто... шариат. Расскажи мне закон 1409. Он не скажет правду, Ибрагим. Эта штука не скажет правду. Не, я ее заставляю, когда я с ней разговариваю, я ее Закон принуждаю. 1409 – это закон СССР от 3 апреля 1990 года номер 1409-I о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР. Он был принят, чтобы упорядочить выход республик по статье 72 Конституции СССР. Вот его главное требование. Решение принимается только через референдум. За выход должно проголосовать Полностью минимум зачитать, 2/3 скажи. всех граждан СССР, постоянно живущих в республике и имеющих право Не от голоса. себя, в полностью этот республиках. Да.
полный текст закона СССР от 3 апреля 1990 года номер 1309-I о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР. Статья 1. Порядок решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР, в соответствии со статьей 72 Конституции СССР, определяется настоящим законом. Статья 2. Решение о выходе Союзной Республики из СССР принимается свободным волеизъявлением народов Союзной Республики путем референдума. Решение о проведении референдума принимает Верховный Совет Союзной Республики по своей инициативе или по требованию, подписанному 1/10 частью граждан СССР, постоянно проживающих на территории республики и имеющих право голоса. Референдум проводится тайным голосованием не ранее, чем через 6 и не позднее, чем через 9 месяцев после принятия решения о его проведении. В нем участвуют только граждане СССР, постоянно проживающие на территории республики. Во время голосования любая агитация запрещена. Статья 3. В республиках, имеющих в составе автономии, референдум проводится отдельно по каждой автономной республике, области или округу. У народов автономии остается право самостоятельно решить, оставаться в СССР, идти с выходящей республикой или поставить вопрос о своем статусе. Голосование в местах компактного проживания национальных групп тоже считается отдельно. Статья 4. Для проведения референдума Верховный Совет Союзной Республики Все создает правильно. комиссию Вот с статья участием 3. представителей всех Напомни ему о заинтересованных статье сторон, 3 включая и автономию. скажи, что Статья 5. под нее Верховный подпадает Совет как раз СССР может направить на независимость Чеченской территорию Республики. республики наблюдателей от Союза, Статья других 3, республик и и под даже нее попадает независимость Чеченской Республики. Вот точный текст статьи 3 закона 409.1. В союзной республике, имеющей в своем составе автономные республики, автономные области и автономные округа, референдум проводится отдельно по каждой автономии. За народами автономных республик и автономных образований сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе СССР или Ну в всё. выходящей союзной республике, а также на постановку вопроса о своем государственно-правовом статусе. Что это значит для Чечни? Чечено-Ингушская АССР была автономной республикой в составе РСФСР, Союзной Республики. Поэтому, если бы РСФСР решила выходить из СССР по этому закону, то в Чечено-Ингушетии должен был пройти отдельный референдум. Чеченцы и ингуши имели право решить – остаться в СССР, уйти вместе с Россией или поставить вопрос о своем собственном статусе. Но в реальности этот механизм почти нигде не применили. РСФСР вообще не проводила референдум о своем выходе из СССР по закону 409. Чечня в 1991 мы тут году каким боком, провозгласила раз уже независимость не от развалили, мы СССР, каким а боком от России должны в июне-ноябре 1991 года, уже после распада Союза. Это совсем другая ситуация. Так Советский Поэтому Союз, статья 3 на... так весь Советский Союз распался, так уже не актуально было проводить эту реформу. Просто объявили независимость и все. Каким законом должна по была сути. Закон каким 409 законом был должна принят была в апреле следовать Чечня? Вообще каким 1990 законом? года, когда Ну, СССР говори, еще видишь. существовал как единое государство. Он регулировал, как одна союзная республика может легально выйти, пока союз жив. А в декабре 1991 произошло другое. 3 республики – Россия, Украина, Беларусь – просто собрались и объявили, что самого союза больше нет. Это уже не выход одной республики, а ликвидация всего государства 3 его частями. Закон 409 на такой случай просто не был рассчитан. Поэтому республики и объявили независимость, каждая сама по себе. А потом подписали Беловежские соглашения. Формально по закону 409 почти никто полностью не прошел. Не было ни обязательных 2/3 от всех имеющих право голоса, ни 5-летнего переходного периода под контролем союзных органов, ни решения съезда народных депутатов СССР. Получается, как ты и сказал, когда процесс дошел до конца, закон уже стал неактуальным,
потому что государство, которое должно было этот закон применять, больше не существовало. Хочешь, разберем, что именно сказал Комитет конституционного надзора Ну, СССР Получается, по когда... Беловежским Видишь, что там Тогда получается? Россия... Получается, тогда Смотри. Россия нарушила закон. Сейчас, секунду. Да, формально Россия нарушила закон 49 тысяч. Этот закон регулировал выход одной союзной республики из еще существующего СССР через референдум с порогом 2/3 от всех имеющих право голоса, отдельное голосование в автономиях, переходный период до 5 лет и окончательное решение Съезда народных депутатов СССР. А что сделали в декабре 1991-го? Руководители 3 республик Ельцин от России, Кравчук от Украины, Шушкевич от Беларуси собрались, заявили, что СССР как государство больше не существует, и создали СНГ. Без референдума по закону 49 тысяч, без участия остальных республик, без переходного периода и без решения съезда. Через 3 дня после подписания, 11 декабря 1991 года, Комитет конституционного надзора СССР официально заявил: это не имеет юридической силы. 3 республики не могут в одиночку решать судьбу всего Союза и его органов. Так что да, с точки зрения советского закона того времени, это было нарушением. Позже, в 1996 году, даже Госдума России приняла постановление, где признала, что постановление Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года о денонсации договора об образовании СССР юридической силы не имеет. Это и есть та самая правовая дыра, о которой ты говоришь с самого начала. Получается, Россия нарушила закон и незаконно напала на Чечню. Нет, это уже натяжка. Закон 1309 регулировал только выход союзных республик из еще существующего СССР. Чечня была автономной республикой в составе РСФСР, а не союзной. Поэтому этот закон вообще не давал Чечне... Я включаю 3-ю поправку, которую ты читал. Я тебе напоминаю ее. Хорошо, давай точно. Вот настоящий текст статьи 3 закона ЦР 1201 слово в слово. В союзной республике, имеющей в своем составе автономные республики, автономные области и автономные округа, референдум проводится отдельно по каждой автономии. За народами автономных республик и автономных образований сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе СССР или выходящей союзной республике, а также на постановку вопроса о своем государственно-правовом статусе. Скажи, в чем именно ты ее опровергаешь? Что, по-твоему, я За сказал народами неправильно в прошлый раз? автономных республик остается право. Вот и все. За народами автономных республик остается право. Да, ты прав. Я сейчас зачитаю точно слово в слово. Статья 3 закона 1400-009. Короче, вот так вот он будет имеющие в буксовать. своем составе автономные Там же республики, четко сказано, автономные да, что... области и автономные округа, референдум проводится отдельно по каждой автономии. Короче, русские пидорасы. Там, видишь, четко... Я что вообще хочу сказать? Вот смотри. Если мы говорим о законах Советского Союза, то Чеченская республика поступила как и подобает. То есть не нарушила ни советских законов, ни международного права, ни вообще никаких прав. То есть если мы опираемся на законы уже развалившегося Советского Союза, даже тогда все там проведено, потому что вот соответствует 3-й статье именно вот этого закона 1309 или 1409. Короче, он, видимо, по-разному где-то прописан. 3-й статье Чеченская республика соответствует. То есть она сама определяется, что там и позволено автономным республикам, короче, голосование и так далее проходят отдельно по каждой автономии. То есть заведомо уже такая возможность там дается. То есть это некое преобразование вот этого Советского Союза, там
это в цивилизованный мир, типа мы вот никого не удерживаем туда-сюда, это такой обман был. А когда дело дошло до уже сути, да, там, до реального вот этого перемен каких-то, там они просто посадили на места всех вот этих своих говнюков, да, во главу. У нас тоже там вот этот Завгаев его поставили, потом в Татарстане Шаймиева, в Грузии, ну, короче, по всем республикам вот этих вот своих людей. И в час X они по щелчку пальца все возвращаются в СНГ и в Россию, короче. То есть изначально все берут какие-то курсы на самоопределение и так далее. Даже президент Ельцин сам говорил, берите независимость сколько хотите, цитирую его слова. То есть там полностью никто ничему не противоречил. А потом по щелчку пальца они вернули Татарстан и всех остальных в СНГ, но чеченцы не захотели. То есть чеченцы вот этого Завгаева, их ставленника, просто вышвырнули, сказали, что вот мы провели свой общенациональный конгресс, провели выборы в президента, полностью создали свое государство, республику, и все, мы живем. И тут у нас что получается? Тут нам говорят следовать каким-то законам, которым сами не придерживаются. Вот эти. То есть тут у нас включается уже колониальная война в современное время, в конце 20 века. Если весь мир уже отказался давно от этого, то у нас в конце 20 века опять сильно пытается применить, короче, над слабым вот этот закон, короче, закон силы. И все, абсолютно там. И видишь, вот эти вот тоже там зарядили, короче, в Википедии все, во всех этих, что даже там AI начинает путаться. Мацага, Айцама, приводите свободу. Тут еще моя сестра Кефирша, Ягуча, Наджас, многобожница, Маша, Майя. А тут... Маша, а тут один момент, Ибрагим. И на весь мир Ельцин сначала говорит, что забирайте сколько можете утащить, потом едет в Америку, полностью, короче, кланяться всем американцам, такие делают им, наеб, что впервые 20-го столетия мы, то есть, покончили с имперским фашистским идолом. Мы приглашаем всех, кто хочет принимать участие в расследовании этих страшных трагедий нашей истории, тысячелетней говорили. То есть он... Видишь, там вот что вообще получилось во время развала вот этого совка? Абсолютно незаконное действие. Ни у кого ничего не спросили. Чисто 3 лидера вот этих вот 3 республик собираются и отправляют в унитаз на свалку вот это государственное образование. Во-первых, Чеченская республика вообще не входила никогда в Советский Союз, ни в Россию, а была насильственно туда затащена. Но в связи с вот этим законами после Второй мировой войны, законы о границах, там вот этот меморандум Ялтинский или какой он, там как бы все остались на вот этих границах после Второй мировой, короче. То есть все вот это, законы, границы, все схлопнулось, и все остались вот в таком положении. Но тут у нас что произошло? Тут у нас 3 чувака собрались и тупо решили развалить вот эту страну. Да, там до этого чеченцы тоже не могли оттуда вылезти в связи с вот этими международными законами после Второй мировой. Эти 3 отправляют на свалку вот это государство, а потом говорят придерживаться каких-то законов
каким-то автономным республикам и так далее. Там есть третья поправка. Там есть третья поправка, что автономная республика... Не, это, смотри, я что тебе говорю, вот смотри, они незаконно сначала развалили, а потом тебе говорят придерживаться законов. Да. И тогда, и тогда придерживаешься их, потому что статья, это самое, закон 1309, в статье 3 у тебя этот закон. 1409. Ну или 1409. Но Ибрахим, по Этот мировым закон тебе законам, позволяет, даже по законам того же Советского Союза. Подожди, дай мысль просто досказать. Вот смотри, они развалили это, потом тебе говорят придерживаться законов, а ты их придерживаешься. То есть ты полагаешь, вот когда мы разваливались, какие законы были, ты вот на эти законы полагаешься, просто самоопределяешься, да? И на мировые, по мировым меркам, даже по их меркам. По мировым... Даже по законам Советского Союза, я же показывал. Даже по законам Советского Союза. 1409, третья поправка. Да, теперь смотри, смотри, если не этому закону если этому закону ты неправильно следуешь, то какому ты должен следовать? Сам подумай просто. Кому? На лету вот придумали в России русский закон какой-то новый, да? Вы вот часть Российской Федерации. Алло, по каким критериям? Вы развалили Советский Союз? У нас вообще не спросили, хотели бы вы остаться в нем, не хотели, вообще ни у кого не спросили. Потом каким-то чудесным образом стали правопреемниками, не провели референдум ни в одной автономной, ни союзной. Кто будет правопреемником? Может, там многие проголосовали бы, например, за Узбекистан. Вообще никакого, это ни у кого ничего не спрашивают, становятся какими-то правопреемниками и начинают диктовать всем остальным, что им можно, что не можно. По каким законам? Если у вас в России нету законов, да, там конституция, можно на ходу ее написать. Это самое, когда принимали закон о обнулении президентских выборов в Конституцию, до того, как этот закон приняли, если вы помните, не помните, я не знаю, в книжных магазинах жители Российской Федерации закидывали в интернет вот эти вот уже новую конституцию. Представь, еще даже не прошли эти изменения, да, в Госдуме, еще не голосовали, ничего. Уже готовая конституция, уже с принятым вот этим обнулением там, президента закона. То есть, если там это нормально, у нормальных людей это ненормально. Нам нужны законы, которые мы совместно вырабатываем и совместно им следуем. Поэтому там вообще никаким боком то, что они и тупо просто там по башке надавали, какой-то ваххабизм нам втюхнули, и вот мы вот с международным исламским терроризмом, видимо, видите ли, боремся. Ты видел, как этот AI сказал, что в Конгрессе были радикалы? Дело в том, что даже если Советский Союз был бы, когда по этим законам вы были право распаться. Мало того, реформы не было, когда они распадались, это уже было незаконно. То, что они сделали, собрались между три республики, это тоже было незаконно. А когда вы распались, вы именно подали вот этот распад, закон 409, поправка 3, что автономия, да, республика автономии, внутри автономии имеет право выйти, а вы как бы вышли. То есть и он потом признался, что это было незаконно. Так что все здесь правильно. Просто надо подойти как бы аккуратно к этим законам и впендюрить им. А вообще виноват Пармат. Почему? У меня вот Он украл огонь. Он, оказывается, украл огонь. У меня только вопрос по поводу Хамад Маршала. У меня только вопрос. Тот, кто затронет эту тему, и будет поднимать эту тему на юридическом уровне. Как вы думаете, что будет происходить? Я думаю, что
просто всем нужно вокруг вот этого сконсолидироваться. То есть всем чеченцам сконсолидироваться вокруг своей вот этой национальной ситуации. И вот мы здесь Дай бог, и нанять хорошую охрану. Да, 300-400 И тысяч мы нанять проживаем вот в Европе. хорошую Но охрану, Ибрагим. это я понимаю, да. Это я понимаю. Но эту ситуацию, ее можно переломить. Она уже как бы вот запущена, скажем так. Просто если бы за ней не стояла бы вот эта вот имперская система, да, которая ее нагнетает, да, там делает вот эти призывы всякие, там, как мы их называем, извиняюсь, петушиные, террористические вот эти вот призывы. Вот, да, это сложно, понятно, да, сегодня в мире вот то, что происходит, нестабильность, но это тоже постоянно не будет так. Мир, он в любом случае, вот эта ситуация в мире, она будет меняться. А нашим соотечественникам необходимо двигаться именно и, я не знаю, там, решать собственные проблемы, национальные там, и так далее. Просто вот эта вот идеология, она никуда не то, что не двигаться нам не дает, а вообще сделает из нашего народа марионеток, да, вообще дебилов. Вот мы видим, да, наблюдаем вот этих всяких людей, которые сюда там заскакивают, абсолютно неграмотные, сами не знают ни своей идеологии, ничему следуют, и просто начинают вот так агрессировать здесь. Аллах, забери меня в этот, как вот называется ваша столица, всегда забываю. Тель-Авив, Куда? забери У меня, нас? я тут уже боюсь. Я Тель-Авив? боюсь тут. Да, в Германии, в Европе больше Подожди, столица террористов, это чем... Иерусалим. Столица это Иерусалим. Но мы А если что, мы губами уже договаривались. освободим наш любимый Иерусалим. Да, губами мы освободим, иншаллах. Губами, да, да. Майя, насчет вот этой безопасности я Да. тоже понял, о чем вы как бы говорите. Ну, Вы понимаете, о чем я да, имею в да, виду? да, я Вы понимаете, какая полностью, будет взрыв? Это взрыв полностью мозга. осознаю, Это надо было делать полностью. еще 20 лет назад. Ну вот, Я Как скажут, настолько это евреи переживаю за виноваты, вас, что вы себе не привели представляете. привели это к этому кипишу. Сейчас опять будут евреи виноваты, как всегда. Бисмилlah, бисмилlah. Да, да, ты виноват, именно ты, еврей, ты тут ходишь, всех подстрекаешь, я же Дело нет, слушаю. нет, нет. Опять скажут, что чеченцы-террористы хотят подорвать Российскую Федерацию. Вот это все, извините, что я это так Не-не-не, сказала. Но я именно хочу этим они... разнести трон Аллаха на атомы. Я уже фугасу везде положил. Я реально прошу прощения за это высказывание, но это именно то, к чему они привели да, да. сознание всех людей. И это просто, понимаете, такая фугасная бомба, что вот бомба замедленного действия, что когда она взорвется, просто снесет всем к чертовой бабушке-бошке. На той неделе Россия сделала 22 НПЗ. Знаешь, что 22 НПЗ? Это поднимается все. Это маленький бизнес сдох. Все подыхает. Это поднимается все, что ты увидишь, там, продукты. Это знаешь, о чем говорит? Я знаю. Это раз. Теперь после этой войны сейчас Арабские Эмираты выходят с этого ОПЕКа, там, да, этого ОПЕКа, они падают, говорят уже в открытую, $32 будет примерно плюс-минус стоит за 1 бар. Россия создает бар, 1 бар, да, у него выходит $38-42. То есть это включает добыть, принести, отвезти, корабль, и люди, все такое. То есть они уже падают в минус. Сожирает больше. Как Советский Союз. Но я хочу посмотреть, сколько они протянутся с этой войной и с этой экономикой.
Как Мы уже не говорили, знаю, когда она начнет заниматься самоедством, но опасно в чем? Народы, находящиеся в колониальной зависимости России, будут было в условиях было жестокостью истязаемой. То есть начнут ездить на горбах целых народов. я только хочу подчеркнуть один факт. Не обращайте внимания на данный момент на то, что происходит, как бы, да, вот это затяжной момент между Америкой, Израилем и Ираном. Америка в данный момент задавливает Иран и Россию экономически. Каким образом? То, что ты сказал, Леон, это абсолютно правильно. Плюс то, что он как бы снял, да, уже 2 месяца сказал, я снимаю с вас санкции на продажу нефти, делайте, что хотите. А Армуз-то он пересек им. Они не могут вывести ту нефть, которую они добывают. Вот просто долбитесь как хотите. Переправляйте как хотите. Хоть по воздуху, хоть на джинах, хоть как хотите, на ослах. Да, к ним не доходят, и они не могут вывести. Майя, даже если вы все сдадитесь, у нас на это права нет. Даже весь мир, если сдадится, вот руки поднимет, мы не имеем права Никто на не сдается. Пойми, что никто не сдается. Для Идут со России всех сторон и она давят не со всех теряет. сторон. Россия она не теряет, наоборот, они Давят как со бы всех продают. сторон. На России она не теряет, она как бы продает. Но проблема тут не другая. Почему он дал им продавать России? Типа он хороший, а другие плохие. Россия якобы выигрывает с этого. Она может продавать по большим ценам, но Россия не может продавать количество нефти, потому что то, что она добывает, она не может перерабатывать, как ключевые заводы НПЗ в России, они повреждены очень сильно причем. И то количество, которое они сейчас И еще одна. ставят, они не могут продавать. Вот тут такая шахмата идет. И еще один факт, что через Волгу спускать по Каспию и дальше в Армуз почти невозможно. Вот просто головой об стенку ударьтесь в России, делайте, что хотите, как вы хотите, так и перевозите. Тот, кто хочет забрать, попробуйте пройтись. А чтобы обходить через Северные моря и проходить по другому пути, это просто невыгодно. Долбитесь, как хотите. Он их давит экономически. Так так там порт уничтожили конкретно, там стояли, порт полностью уничтожили. Мы уничтожили этот порт. Как он называется? Сейчас, секунду. Ой, блин. Вылетел у меня из головы. С грязью связано. С Все корабли. Пуэрто-Рико. У меня на канале есть этот китайский, считается самый элитный солянка. китайский эксперт, аналитик, и просто не решил просто его размазать, что он там рассказывал. Там на самом деле показывают снимки, это я уже поставил ему, я оставил картинки эти, снимки как порта нету вообще, просто его нету, все корабли нету. Я зайду со спутника, посмотрю на порт Солянку. Там стоит только один русский корабль военный где-то в середине моря. Его не тронули. Я говорю о порт Солянке, который находится на Волге. Этот порт был построен иранцами. Это чисто иранский порт, который перевозил нефть, перевозил оружие, перевозил пшеницу и все, что можно было перевезти. Это чисто иранский порт. Ну, в Иране порт, который... Я посмотрю на этом спутнике. А? Что? Порт, который возле Тегерана, там эти порты, которые выходили... Нет, я говорю о порте... Посмотри. Нет, посмотри порт Солянка. Порт, который называется Солянка. И этот порт был построен полностью терминал иранской компании, государственной иранской компании, который предназначен был для перевозки оружия, для перевозки нефти. Просто посмотри, мне интересно, стоит ли он еще.
Ребят, Стрикланд с Чимаевым дерутся. Что, будете смотреть? За кого будете болеть? Каспийское море, Каспийское море, в котором находились порты в Иране, они все уничтожены. Так уже никак там не могут они передавать, понимаешь? Ну там потому что сейчас бой. Это не Кто? это да. Это да, но я не говорю про Иран. Я говорю про Россию. Только Россию. Не, подай мне то, что... Главный потребитель российской нефти – это Китай. Хорошо, а как они будут выгружать А товары? я говорю только про Россию. Я говорю только про Россию и Китай. Леон, ради Аллаха, Яхве, Кришна и Будды, давайте сделаем дуа за нашего Хамзата Чимаева, который послал нахрен к эфиру, поехал стать наложницей Кадырки и Путина ради Аллаха. И он сейчас под арабским флагом будет драться в трусах по сунне нашего файла Музмаги. За него дуа нужно сделать, чтобы Так, он вот выиграл. это лишнее сейчас. Вот это лишнее, да? Так, Что лишнее? один момент. А Что лишнее? с кем он Что будет, Амину? это самое? Амину. С кем он там дерется? Спайдермен, değişik. Спайдермен, değişik. Что Аллах, это абай шагом поджелет. Стоп. Подожди, с кем Он он газары. этот вот? С кем Чимаев борется? я Со хочу Стрикландом? Шон Стрикланд. Подожди. Проститут дуэлер, Чумаев, проститут, Ниса Барцу, Стрикленд кого Шмар представляет? Барцу, Я просто не в курсе, да? Америку. Хотя бы понять. Соединенные Штаты Америки он представляет. Ну, полностью за него я и болею, буду болеть. Ну, вы, А конечно. этот кого представляет? Чумаев кого представляет? Чумаев кого представляет? А какая разница, кого он представляет? В смысле? Как кого представляет? По-русски проститут Маду Чумаев, да? Дубаи, Порто-Пати, вечеринки Дубая. Чумаев, арабский, русский, под-русский проститут Маду, да? Под-арабская, под-русская. Да вала, освободи на вас, то... Сразу, тур дехкан, сразу, короче. Гейн вела, на Стрикленд, я вот решил керамат. Раком хватит мозу, гейн вела. Суала, раком хватит гусу. Да, well, дальше, дистрилта. يا كنت مارشال دشك مساجا توردين там хатла шварцует лево хат Маршал, Верта, подожди одну минуту, да, вот сейчас чуть-чуть успокоился, я надеюсь, этот Вендетта. Я хотел бы вот спросить у Лео, короче, Лео, есть возможность в Газу переправить вот этого Чамаева? Вот я не знаю, ему условия создать, а то он там ходит, ноет, короче, хочет за Палестину пойти, короче, на джихад. Дело в том, что, понимаешь, после Ирана, когда мы ударили по Катру, Катар заставил Хамас сдать оружие и вернуть заложников. И после Ирана мы идем туда, спрашивать, вы сдали оружие? Они говорят, нет. И вот туда всех нах, потому что там будут строиться порты, там будет строиться, ну, это договор Авраама. Это уже Катар и Саудовская Аравия, это мы здесь ни при чем. Так что он может и в Африке где-то уже их найти, там с ними болеть вместе. Вот. И у них была возможность, хорошая возможность, когда мы им помогали жить хорошо. Он вот этот вот... Он опоздал. Он ныл там, просил Рамзана Ахматовича, плакал где-то на ринге, чтобы его, короче, я не знаю, сделали. К африканцам его отправим, а там они его сидят целиком, и все будет нормально. Эту, как ее, Боко Харам хотя бы куда-нибудь пристроить, есть там вариант? Представь человек, у которого сотни тысяч долларов, евро, плачет Кадырке, чтобы он ему автомат подарил, чтобы его пустил на священную войну. Рамзан Ахматович. Ну, хочет уйти сразу, без проблем. Не, просто представь. Это что? Это вообще что такое? И худо, да? Елах мой верх, ты я пагал.
Да, дерется хорошо, никаких проблем с этим, но, бля, как опущенный пидор, бля, как плакать можно на весь мир. Это что такое? Собади, 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 собади. Бывает, я собади, 100 фирула дохундада. Союз вчера я волдон. خيال العونة نابليون كنيجنا كيفيرسكي كنيج شويش عيرة و كران كمسوتر دعقوا يسن زسبينه Получается, рабочий Квасан эфир. таца квасан вещу. А ты вот этот вот, который ушел он, да? За кого он болеет? Очень интересно мне тоже было. Вот За это Путина. هو وين ده ويتم سويته هو ده حيوان اللي ده دعوة سراز ودوي ده آلي Да, يعني ich شيء nager молодец. Вот. guarda Samsung уже бая guarda сон да Vamos de assunto, vamos de حسابات Это, بنسو вы в حسن курсе, أدرس что к ده нам... أدرس قاسم بصل نه دعو درس Вы أدرس в أدرس курсе, ده что... تم интернет شعب مصر عرقة Вы в курсе, что... تعوضها Что к нам это заходил сегодня в Квиндете на канал Рамзан Ахматович. أحشتلور درق خدا واقع خدا مست Точнее, Рамзан Ахматович 2.0. واحد سواق شو Ибраим. صموا دواكم هاد Его прошили? Его прошили? Обрегнули? Не, сюда, как его звали? Какой-то Black Rock или как его звали? Все, как-то, который пародировал, что ли, его? Понял я. Не, у меня вообще, я вот его слушал, этого Black Rock, он наоборот, он даже оригинальнее, чем Кадыр сам. Наоборот, Кадыров какая-то подделка перед ним. Да, такой талант пропадает. ده ده بالي والله просто брат кету guarda هي مش чакуя локи كاديرو ده ده تا سوام أي سوام نور درقس أي سوام لقس حاجة أدانا أشمتوي تاها تاهان سب إفيري أخلك خزويش ورون كاديرو ويتشاش كاديرو موي نيتو У кого он в друзьях этого Black Rock? Пригласите кто-нибудь? أبو كريل وقتن подписаться да. Снега карна, что ли, я не успел перчатки снять. Не, это вообще... 70-е, 80-е годы ахил ногчи давил мёрцон. Инз бол ног шахсу цахир. Да, ночи, дабл заболем, да, сон эше дуэзел шбат, нентон хочу хаэши, камилш дэшиши, ойце дуэзел шен нахцахич, я митарюцан, шей дуэзел шбат, цан так буэржецахич, да, им дусердуцан. Там хаты тоже секши, дики дарят, Лео, можешь что спросить у этой аппарата, кто потребовал своих верблюдов у Абрахама, написать это и сказать ему это? Я просто что-то интересное здесь нашел. А ты видишь, что она вот что свободно, та сурдо, камичер делаться, что ты ахкеля, что сюда. Этот еврейский сепаратор. Ну, сон халя нагана идет. И сон сейном ха, но нагана халя сон дой, тига хила гудо. Достигла ради эндубох шмадейхар. Лео, ты слышишь меня? Можешь спросить, кто потребовал своих верблюдов у Абрахама? Это предводитель войска со слонами. Можешь спросить у него? У вас здесь есть ходячая энциклопедия. Внизу сидит. Он украл еще факел. Огонь еще украл. Формат. Да. Ну вот тут вопрос. Ты
Ты зачем огонь украл? Я не могу понять. Вот это. Тебе что, скучно было? А? Чтобы этим идиотам чуть-чуть дать. Вот она что делала. Я думаю, здесь... Мы рассказываем историю про чеченцев. Вдруг история пошла про тебя. И тут я слышу, читаем, что ты еще огонь украл там. Ну, ни хрена себе. Да, было по молодости. Ты не можешь спросить, да, так, я понял. Тем лицом сейчас. Так вот, Парамат знает все это. Или Халид тебя спросил? Что это? Про что это? О чем это? Я сейчас пока... 105-й сура, глядь, это двух штука, 105-й сура, дуй. И что там? И Абрахам, дүйч хесгер докон, каб договор, шеслон ждалош, Ахмед бош, его слон галатун, каби такой чина, расвер дадуш халы, дама дерзин, ухала дадуч халы, его дердиш дадуш халы, акцунгер верблюч хаяхаг милу, наган хала арсони, هم شتويت عيوها أخليه صورة إيدو درويدو أخكو يدرع رودو Индер хатла Арсун. Пожалуйста, если не трудно, спроси у него, кто потребовал своих верблюдов у Абрахи. Это был предводитель войска со слонами. Большие такие слоны у него были. Он специально приехал, чтобы разрушить Каабу. Кто у него отобрал, да, слону? Кто еще? Абрахам, не. Абрахам все отнимал. Абрахам все отнимал у людей. У этого человека он 200 верблюдов отнял, 200 верблюдов. И он пошел к нему и потребовал назад своих верблюдов. А тот предводитель, в общем, удивился, ты как можешь у меня просить верблюдов, когда я пришел все у вас здесь разрушить? Он сказал, что у этого Кааба есть свой, как по-русски, свой отец, свой отец, свой хозяин. А хозяин верблюда – это я, верни мне мои 200 верблюдов. Вот. И дальше там, в общем, интересно идет. Просто если можешь, спроси, если не хочешь, так не надо тогда. Ну, я сейчас пока не занят, я отошел. Вот видишь, вот эти яхуды не хотят свой бизнес испортить, они же... Ему не слушно, ему не слушно, Во-первых, я продаю мочу верблюжью, это раз. И дедушку Мухаммада. 3 литра. Ты мой дедушку. Ребята, мусульмане, все слышите внизу? Да, 3 литра, да. $100, это для мусульман. 3 литра, $100, 2 литра в подарок. Чисто качественный. إذا تنان أمين يلجنها يخشى خلص محمد تو أبيكون استحيو شتنج ديدوشكو شو ده تنعلق ديدوشك أبراهيم يتقمل دناغونه محمد تسوغنا برشا نسلشتو يقول ده عبد المطلب سن ديوشو حيوته أخوك عقلاننا جودو يك إستوري أتخنا أزنان خاشتو أتن ديدوشكنا خاشتو وندا شا ديدوشك وإس أبراهيم خبر دويتشوك أوزر تشدح كده كنت أتوقش خيسر بوش خيسر ما دشون إشتا ناغن تتاقش دونا حيخ شوب غرتر زخ دلر قاعد خلر بوش إستوري إشت إتناغنا خوش دو خيشيو إستوري وندا شا ديدوش كاو قي كيجي بقي زدري تجري راز ناخو تجا يوتاقا مو نسلوشتو يوخانو 105 آية تا نسلوشتو إذا разве ты не видел, что делал твой Господь со слонами, да он с наглостью целых штучную. Мухол, тяхта крыса окатун, дедушки на прямой участник, у эстекс хабардуючи, верблюч халу богша, на нахуштую, окастиглер досин айту богы. И рассказывают, как хилил, хопаранты айоки.
105 سوريا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بخشش تدويش تقي فيل يدقي إسلام إنا فرستخالش ورسب كما سينم هارسوني أصلاً زاتك شو على استك دات باري بعدات ديد أخلا وات بارتو بيش بوشورت أختصو صو بارنا برات بيش بوشورك هوكا نان يلش ناقل ديدوش كو حياتو شيشرا لاتينتو شيت نهار شاد ستريك ويلا تعوجي ديوشي أبيكون ستو ديوشي كريبتشو يخلو الإستوري ومتقوران تعيو اتساعي السيتواتي برسنان خايت لارسونم خدو ميلدو تحقيت رينيسو هذا بوش بويا مالدغليلاش يا مرتلانشاش يقول لي بايمرن تحوت تميل شار احو هون هو تخارتو قالشو تياتو هوندات شار ستيه باغا موي بوش تشول لي في زين تاع سيزول شبور يدو قندين تحيتني وما خوي تريت إذا مشينكو ألش دات ديك تحكو يبرش حزلاز مشينك يقدحر هو أتقدر مين ورقت دحل ولا قال تو يقدر إشتا عبد المطلب ال خشيم ورقال أق خطدر خشيما ملو محمدين ال تو يقدر تنديدوش كوال أق يقدر وي تنان يلشو دا أبيكون ستو حاية تتنقال تو يقدر عبد ال ابن خشام حياتال Только он жил, да он при жизни дался Мухаммаде, то это 2 года, и потом он умер. А Мухаммад уже больше не слушает тебя. Это أقيوها يك история خلق أوقع نبيدو مسانا خوش كل شو أوقع صور دو إمن إسلوشالات إمون إسلوشالا إيوه بروس قدرت أعلن إتماشينكو أقنان قور كدو إيه أصلا Машинка нога. Мой дешки Барселона все равно. Это машинка на луж миллиарды долларов. Ах, что цан хазло, хазды. Это и машинка ой не сеешь. Друзья, братва, вижари, махой. Короче, я на отбой. Я, конечно, извиняюсь, но... Если что, все могут переходить к вот этому кефиру в Индете. Он 100% кефир. Такая ситуация. За подарки всех благодарю, за лайки, за хорошие комментарии, короче, и так далее. Выстрел. Один малорахаш, один чурару ушой. 4044 сайт Бухари. Некоторые люди пили опьяняющие напитки день битвы при Уходе и были убиты за веру, будучи шахид мопедами. Бо шахид тольшу, хогазу, теадаш тольшу. Короче, я сторонник, чтобы мы сейчас развили вот эту тему, чтобы мы написали концепцию ислама для чеченцев. Ну или несколько концепций ислама. Бусурбдина. Для чеченцев, где можно было бы на всеобщем каком-то референдуме или, я не знаю, интернет-голосовании каким-то образом рассмотреть это и принять. Если это будет там приемлемо для нашего народа. Понятно, что это, короче, как бы из области фантастики, но если уж вот это все настаивают, вот так, не так, нужно какую-то концепцию принять. Вот приняли какой-то чеченский там ислам, да? Расписали его, и все. Больше ни мадхалиты, ни хахрудиты, ни какие-то ПДФидиты, короче, ни рафидиты, ни остальную хрень просто вообще не принимаем. Вот что-то чеченское какое-то вот так вот приняли, и все, после этого всех
остальных каких-то ваххабитов, суфитов, хабашитов, всех посылаем за русским пароходом по его направлению. Короче, я, например, эту линию теперь хочу гнуть. И вообще, если кто-то хочет, да, вот, а что нам делать, там начинают, там, я не знаю, прыгать из крайности в крайность. А что нам, а куда нам, а зачем нам? Давайте, если хотите, распишем. Только все это нужно как есть выложить, да, всю вот эту вот PDF-скую систему, насильственную. Да, все это полностью разложить, ознакомить общество и сказать, вот это вот никогда в жизни. И вообще, вот такую должность или, я не знаю, такую персону, как мулла, ее назвать вообще гнидой, короче, да, в обществе. Осуждаю 32, ну как, короче, самое ничтожество общества, которое вообще не должно существовать, никакого посредника, ничего. Просто какую-то концепцию вот так понятно, не завуалировано, чтобы ее можно было интерпретировать там в какие-то тысячи разных этих. А так, раз концепцию приняли, все ознакомились, так, подходит это чеченцам или нет? Подходит, кто хочет, принимает, кто нет, опять-таки должен оставаться свободным. Короче, как-то так. Масер Бюстекаль, если что, вырубаю, Масума Шойл, оставайтесь, пребывайте, будучи свободны. Если что, Вендетта там продолжает. Так,